Явка избирателей на выборах в Ингушетии превысила общероссийский показатель. Предварительные итоги единого дня голосования подводят в избиркоме. Все процедуры уже на полях 1000 гектаров кукурузы произведены. И опрыскивание, и ядохимикатами, и удобрение. Подготовка к жатве яровых культур. На какой урожай рассчитывают в ГУПе Орджоникидзе, узнавал наш корреспондент. Учим тому, что они должны всецело посвятить себя пациенту. Медицинскому колледжу 26 лет. Функционирование и история образования учебного заведения в этом выпуске. Команда энтузиастов в ближайшее время планирует создать второй зонд, усовершенствовав его, расширяя возможности. В стратосферу был запущен первый ингушский зонд. Беспилотный аэростат изучал околокосмическое пространство. Художественная гимнастика, она развивает полностью организм, она прорабатывает все мышцы. Вид спорта или искусства. Освоить все тонкости художественной гимнастики поможет мастер-класс от мастеров спорта. Расскажем, как тренируют гимнасток в Малгобеке. На канале Ингушетия время новостей. Здравствуйте. Сегодня исполнилось 62 года Мурату Зязикову. С мая 2002 по октябрь 2008 года он занимал пост президента Ингушетии. С днем рождения именинника поздравил глава республики Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Уважаемый Мурат Магометович, примите искренние пожелания крепкого здоровья, больших жизненных сил и энергии для дальнейшей плодотворной деятельности на ответственном посту. Уверен, что ваши высокие профессиональные качества и преданность делу позволят вам и впредь успешно реализовывать намеченные планы. Желаю вам и вашим близким счастья, добра и благополучия». Итоги прошедших муниципальных выборов, а также избрание главы республики подвели сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия». Руководитель фракции в Народном собрании Марьям Амриева отметила, что из 3 предложенных Владимиром Путиным кандидатур на пост главы единороссы поддержали кандидатуру Махмуд Али Калиматова. Еще будучи в должности в Рио главы Ингушетии, Махмуд Али Макшарипович обозначил те направления работы, которые, по мнению членов партии, наиболее остро стоят в регионе. Депутаты отнеслись к этому важнейшему событию политической жизни республики с огромной ответственностью. Все выступавшие депутаты высказывались в пользу, конечно же, нашего кандидата, обосновывали свою позицию и в итоге приняли решение поддержать именно нашу кандидатуру Калиматова Махмуд Али Макшариповича. Потому что за время исполнения им обязанностей главы республики за 2 месяца были именно обозначены те направления деятельности власти, исполнительной власти, которые сегодня отвечают злобе дня. Ну, прежде всего, я перечислю, это проблема качества жизни людей. Вот что бы мы ни говорили о качестве жизни людей, сегодня стоит вопрос очень остро. Люди хотят жить достойно сегодня, сейчас и, конечно же, как можно быстрее, потому что мы живем в век информационного пространства, люди знают, что такое достойная жизнь. И никак власть не может этот вопрос откладывать на завтра, на послезавтра. Люди хотят жить хорошо сегодня, сейчас, и хотят пить качественную воду, хотят жить, ездить на хороших дорогах, по хорошим дорогам, хотят, чтобы их дети беспрепятственно были устроены детский садик, хорошие школы, получать качественное медицинское обслуживание. И поэтому эти вопросы очень волнуют жителей нашей республики. Наш кандидат эти вопросы своей деятельности обозначил. Если говорить о прошедших муниципальных выборах, то здесь 72% от общего числа мандатов получили представители партии «Единая Россия». Я думаю, что результат у нас 72%, около 72% от общего числа мандатов был не случайным, потому что это был итог той работы, которую мы проводили с начала года. Ну и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех избирателей, которые пришли на участки.
поблагодарить всех избирателей, которые проголосовали за «Единую Россию», ну и членов партии, весь актив, которые на протяжении всего этого года участвовали в агитационных мероприятиях, тех кандидатов, которые проводили свои встречи с кандидатами. На прошедших муниципальных выборах от партии «Единая Россия» было зарегистрировано 148 кандидатов до 35 лет. Это результат работы как партии «Единая Россия», проекта «Полистартап», молодежного крыла нашего молодой гвардии «Единой России». Совместными силами нам удалось достичь этого числа. Явка избирателей в Ингушетии превысила общероссийские показатели. Она составила 68,35%. Выборы в органы местного самоуправления прошли на высоком уровне без нарушений. Жалоб и обращений не поступало, отметили в региональном избиркоме. На 456 депутатских мандатов в городах и сельских поселениях претендовали 824 кандидата. Они распределены между политическими партиями и самовыдвиженцами. Свой гражданский долг исполнили более 200 тысяч избирателей. Предварительные итоги единого дня голосования в репортаже Дианы Дударовой. В единый день голосования жители Ингушетии активно выразили свою гражданскую позицию. По всему региону работали 126 избирательных участков, которые с 8 утра до 20 часов принимали голосующих. Всего в республике в единый день голосования своим конституционным правом воспользовались более 137 тысяч жителей. В целом явка избирателей составила более 68%. За порядком проведения и прозрачностью выборов следили около 700 общественных наблюдателей, как от политических партий, так и самостоятельных субъектов общественного контроля. Уже известны предварительные сведения об итогах голосования. Самый высокий показатель явки избирателей зафиксирован в городе Магаз – 82%. В день голосования в городе работали 4 УИКа. В списках избирателей было зарегистрировано 2638 человек. Проголосовали 2162. Количество распределенных мандатов 15. Из них 11 получила партия «Единая Россия», 2 «Справедливая Россия», 1 ЛДПР, 1 КПРФ. 8 сентября на территории Назрани свои двери распахнули 20 избирательных участков. Из 43 620 потенциальных избирателей проголосовали 29 214 граждан города. Из 16 мандатов «Единая Россия» получила 25, «Справедливая Россия» 5, 1 КПРФ и 3 партия «За справедливость». В Малгобеке распределили 20 мандатов. В городе Воинской Славы тоже лидирует «Единая Россия». Партия получила 13 депутатских мандатов, 4 «Справедливая Россия» и по одному ЛДПР, КПРФ и партия Роста. В воскресный день в городе работали 21 избирательный участок. Из заявленных 25 778 избирателей свою гражданскую позицию выразили 17 791 человек. В Карабулаке было открыто 8 избирательных участков. Свой выбор могли сделать 15 364 избирателей. Количество проголосовавших – 11 269, что составило 73,4% явки избирателей. Из распределенных в муниципалитете 20 мандатов 13 получила «Единая Россия», 4 «Справедливая Россия», 1 ЛДПР и 2 КПРФ. Явка избирателей в Назрановском районе составила в среднем 65,7%. Это 36 558 избирателей из зарегистрированных 55 648. По итогам голосования 73% депутатских мандатов получила партия «Единая Россия». Это 91 мандат из 125. 15 у «Справедливой России», 2 ЛДПР, 3 КПРФ и 14 самовыдвиженцы. В единый день голосования гражданскую активность проявили 21 616 жителей Малгобекского района. Всего на УИКах было заявлено чуть больше 33 тысяч избирателей. 122 депутатских мандата распределили между 3 партиями и самовыдвиженцами. 83 получила «Единая Россия», 13 «Справедливая Россия», 10 партия Роста и 15 самовыдвиженцы.
Из потенциальных 22 384 избирателей в Сунжинском районе свой гражданский долг исполнили 17 208 человек. Тем самым они определили судьбу 98 депутатских мандатов. 73 из них получила «Единая Россия», 14 «Справедливая Россия» и 10 самовыдвиженцы. Единый день голосования прошел и в самом живописном уголке Ингушетии в Джейрасском районе работали 5 избирательных участков. Из зарегистрированных на УИКах 2165 жителей число проголосовавших в воскресный день составило 1260. Всего на муниципалитеты района распределили 31 депутатский мандат. Из них 25 получила «Единая Россия», 4 «Справедливая Россия» и 2 самовыдвиженцы. 8 сентября на всех избирательных участках царила праздничная атмосфера. Организовали концертные программы, различные ярмарки, выставки. В свою очередь, глава региона Махмуд Али Калиматов на рабочей встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Мусой Евлоевым отметил, что в целом Ингушетия показала достойные цифры по количеству избирателей, принявших участие в выборах, и поблагодарил всех членов избирательной комиссии и организаторов за проделанную работу. Из распределенных 456 мандатов в регионе 325 получила «Единая Россия», 61 «Справедливая Россия», 5 ЛДПР, 8 КПРФ, 11 партия Роста, 3 партия за справедливость и 41 самовыдвиженцы. Депутаты в муниципалитеты уже выбраны. Теперь в каждом поселении и городе региона должны пройти организационные заседания, где путем делегирования будут формировать райсоветы. Диана Дударова, Ася Султыгова, Новости 24. Что сеют, то и жнут. С таким девизом усердно трудятся аграрии на Кантышевских полях. В ГУПе имени Серго Орджоникидзе, собрав хороший урожай озимых культур, сейчас идут работы по подготовке к жатве яровых. На сотнях гектарах аграрии засеяли кукурузу высокого сорта. На какой урожай рассчитывают сельскохозяйственники в этом году, расскажет Идрис Ижиев. ГУП имени Серго Орджоникидзе давно славится в регионе своей продукцией. В прошлом году под посадку пшеницы и ячменя здесь отвели более 400 гектаров земли. Уборка проходила в течение 2 недель. Несмотря на неблагоприятную погоду, установившуюся в течение всего сезона, с гектара удалось собрать в среднем 13 центнеров пшеницы. Жатва – тяжелый, трудоемкий процесс, но на отдых времени нет. Почву нужно подготовить для следующих посевов, очистить от сорных трав и вспахать. Аграрии надеются, что в следующем сезоне погода будет им благоволить, ведь именно от нее зависит качество урожая. Урожай был небольшой, потому что у нас вот бывает такое, не то что летняя засуха, и зимняя засуха бывает. Вот в этом году повлияла очень зимняя засуха. Решение министерства, посев озимых культур было переведен на месяц позже, чем планировалось. Из-за того, что была очень засушливая погода, земля тяжело вспахивалась. На дворе сентябрь, а значит, пора готовиться к жатве яровых. 1000 гектаров сельхозпредприятий засеяно кукурузой. Эта культура одна из самых популярных и востребованных, поэтому к ее сбору аграрии подходят очень скрупулезно. Все процедуры уже на полях, вот 1000 гектаров кукурузы произведены. И опрыскивание, и ядохимикатами, и удобрение. Все, весь процесс, который должен выполнить человеческий фактор, уже выполнено. Сейчас уже зависит от погоды, от комбайнеров. Сейчас вот готовимся к уборке, готовим комбайны, трактора. Несмотря на капризы погоды, урожай ожидается хороший. Вот, кукуруза неплохая, смотря по погоде, вот это самое. На каждом початке хорошая кукуруза. В стенах ГУПа урожай не задерживается, признается аграрий. Большая часть выкупается, как говорится, прямо с поля. Оставшееся зерно размещают в специальных складских помещениях. Склады, конечно, подготовлены. Мы подготовили, озиму подготавливали. Мы вот зерно привозим с поля, потом вываливаем на площадку. С площадки вот очищаем ворохом и складываем в складские помещения. Складское помещение пробелено, отремонтировано у нас. Так вот много так хранить нас не приходится, реализуем сразу. А вот то, что вот возможно, чтобы под дождь не попал, мы складируем сюда, в складах у нас находится. Уже в 20-х числах месяца планируется начать жатву яровых. Техника готова, рабочие тоже ждут отмашки. Идрис Ижиев, Марбек Миржоев, Новости 24.
Ровно 26 лет назад Республиканское медучилище стало называться медицинским колледжем. Чуть позже ему присвоили имя Асият Тутаевой. С момента своего открытия колледж выпускает квалифицированных специалистов. В учебном заведении создаются все условия для обучения студентов, число которых на сегодняшний день доходит до 600. Обучаются они по 4 специальностям. Подробно об образовании и функционировании колледжа в сюжете Жередат Халхоевой. Взрастить профессионала, чуткого, решительного и знающего свое дело. Задача трудная, но обязательная для педагогов любого медучреждения. Работникам медицинского колледжа имени Асият Тутаевой это удается вот уже 26 лет. За эти годы здесь создали прочную базу и обеспечили качественную подготовку специалистов среднего звена для здравоохранения республики. Фатима Барханоева – одна из тех, кто работает в колледже с самого начала и хорошо знает. Обучить студента медицине невозможно, если он выбрал это направление не по зову сердца. В основном все учатся с рвением таким, с желанием приобрести профессию. Те, кто посильнее, подтягивают младших, личным примером показывают, насколько это интересно. Когда начинаются практические занятия, их интерес, вот на втором курсе им уже более интересно бывает, потому что начинаются клинические дисциплины, и они своими руками выполняют манипуляции, они видят пациентов, они работают с ними, бывают практики производственные в лечебных учреждениях. И вот это их желание приобрести эту профессию, оно укрепляется. И в принципе, когда они защищают свои дипломные работы, они уже полны уверенности, что они хотят работать медицинскими работниками. История, традиции, накопленные за четверть века, и особый дух, который невозможно не почувствовать. Своих первых студентов колледж принял в 1993 году. Здание, в котором раньше располагался детский сад, отремонтировали. И всего за пару месяцев удалось формировать педагогический коллектив. 2 года назад его пополнила Лейла Вышегурова. Студентов она обучает психологии. Учим тому, что они должны всецело посвятить себя пациенту. Они должны всячески угождать им, их выполнять даже их, можно так сказать, капризы, потому что пациент всегда прав. И сегодня, ступая на вот эту нелегкую тропу, можно так сказать, наши студенты должны знать, что это, конечно, нелегкая работа, что возникнут всякие трудности и в психологическом плане. Они должны быть очень выносливы. Поэтому, когда наши студенты даже поступают, будучи они абитуриентами, они сдают психологическое тестирование на профпригодность, на профориентацию. Таким путем мы их отбираем. Сегодня в колледже есть все условия для отличной учебы. Кабинеты оборудованы специальными медицинскими инструментами, стендами, фантомами, таблицами и муляжами. Практически в каждой аудитории установлены компьютеры, а также аудио- и видеоаппаратура. Здесь обучается около 600 студентов по 4 специальностям – сестринское, лечебное, акушерское дело. А в прошлом году открылось отделение лабораторной диагностики. Недобора никогда не бывает. Вот многие студенты идут именно к нам, потому что колледж, они знают, существует давно, и у нас хорошие отзывы в основном, потому что и даже если где-то наши учатся студенты, многие приходят, хотят перевестись именно к нам. Многие наши выпускники занимают высокие должности в республике нашей. У нас были и зубоврачебное дело было, во многих организациях стоматологами работают именно наши выпускники. Изучать медицину студентов вдохновляют не только профессиональные педагоги, но и первая ингушская медсестра, о заслугах и подвигах которой постоянно рассказывают будущим медикам – Асият Тутаева. Ее имя колледж носит с мая 1995 года. Не каждая женщина, не каждая девушка способна на такой поступок, добровольно пойти на фронт, на войну, имея такой научный вклад. Она могла бы просто остаться и работать врачом, но все же, несмотря на свое образование, имея любовь к родине и любовь к своему народу, перед этим долгом, она все же согласилась. Для меня она сегодня пример подражания и как пример любви к людям.
Многие из выпускников колледжа стали настоящими профессионалами своего дела. Никогда не пожалеть о сделанном выборе обещают и нынешние студенты, ведь ответственность, которая на них накладывается, очень велика. После поступления в этот колледж с первого курса нас ознакомили со всеми трудностями, естественно, мы познакомились. На первом же курсе нас повели на производственную практику, где мы увидели много всего. Это было на практику у нас была взрослая реанимация, и мы действительно поняли, какую ответственность мы несем за наших больных. колледж خلدلي تسندلي أغوز حيخر خوج عادك بتخدك حيختون شالش كورس داتشاني سو آخر سونلوج بدر حيخر أغود تخكول بنيتي ده خدش براكتيكا تخون حيخر تكح حيختون براكتيك خود خدك ده سون برك الأرلو سن حيخش بحيخر خوش كتسار سون ديك حيخرة إيش تتقايل شو ده أنت كوليجي ديقلو تجرا حنت سن ديك بولج студент школачил بахар дальше это бахал бахар берешь إيش дик дахих. 26 лет – это цифра, которая дает основание почувствовать гордость за все предшествующие поколения преподавателей и студентов, а нынешним осознать необходимость продолжения благородной профессии, рожденной почти 1,5 века назад. Жарадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24. Накануне в Ингушетии завершился чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Отмечу, что главный национальный турнир по дзюдо впервые в своей спортивной истории приняла наша республика. Участие приняли более 500 спортсменов в 14 весовых категориях. Схватки проходили одновременно на 4 татами. Ингушские спортсмены на чемпионате завоевали 2 бронзовые и 1 серебряную медаль. Хронологию схваток 4 соревновательных дней восстановит наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Сотни дзюдоистов, 14 весовых категорий и несколько десятков регионов, представлять которые приехали лучшие спортсмены. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин в Ингушетии получился на славу. Официальное открытие соревнований ознаменовалось гимном Российской Федерации. Первый соревновательный день на татами вышли спортсмены в 5 весовых категориях: 60 и 66 килограммов мужчины и 70, 78 и свыше 78 девушки. Многочисленные приемы, зрелищные броски, море эмоций подарили зрителям спортсмены в стартовый день чемпионата. Один из представителей команды Республики Ингушетия Исмаил Часыгов, любимец местной публики. Как и на любом турнире такого масштаба, на чемпионате страны по дзюдо была очень высокая конкуренция, поэтому на судьях лежит большая ответственность. Каждый бросок может повлиять на итоговый результат схватки. Пока судейство справляется, с желанием участников бороться. Мне еще предстоит через 2 встречи, у меня будет первая встреча, на которую я выйду. А на ваш профессиональный взгляд, как подготовлены спортсмены? Что вы можете сказать еще? Они готовились, естественно. Для них это главный старт года, поэтому я думаю, что они все в форме, а кто сильнее, тот и выиграет. Во дворце спорта «Магаз» интернационал болельщиков, которые приехали из самых разных регионов России. На трибунах переживают за своих спортсменов, тщательно следят за каждым поединком. Турнир очень сильно организован, зал прекрасный, отличный. Вот такого зала даже понравилось вот это табло, которое там висит, очень удобно сделали. Очень ярко, тут очень много сборников борется, мы видим. Они, видно, хотят подтвердить тот класс, который они в сборной показывают. И они борются, мы знаем сборников всех. И молодые, и сборники очень интересно смотреть, захватывающе просто. Завершением первого спортивного дня стало торжественное награждение победителей и призеров. Среди ингушских спортсменов отличился Исмаил Часыгов, который остановился в шаге от победы и завоевал серебряную медаль чемпионата. Медалью награждается Часыгов Исмаил, Ингушская республика. В другой весовой категории среди мужчин 60 килограммов первое место завоевал Сахават Гаджиев, представляющий Свердловскую область. Во второй соревновательный день разыграли комплекты медалей в 4 весовых категориях. В весе до 81 килограмма выступал наш земляк Муса Кадзоев. Одну за другой одерживая победы, дзюдоист радовал болельщиков и свой тренерский штаб. Времени на передышку у спортсменов практически не было. Интервал между схватками небольшой, поэтому взять интервью у победителя не получилось. Но вот тренер с радостью поделился с нами о том, как далась каждая победа и все ли удалось реализовать его подопечному.
ребята, которые друг друга хорошо знают. Вот Тюльпаров, который представлял вот сейчас эту схватку, он является неоднократным призером чемпионатов России, турниров всяких. Потому эта схватка была очень важной и серьезной, потому что следующая схватка будет за выход в полуфинал. Если мы даже проиграем следующую схватку, то мы будем утешаться, это будет все равно за медаль борьба. Это очень важная была схватка, потому было такое напряжение. Старт нового олимпийского цикла не за горами, а потому удачное выступление участникам чемпионата дает возможность побороться за право представлять сборную страны на Олимпиаде 2020 года. Поэтому настрой ребят решительный, каждый выкладывался по максимуму. На одном из 4 татами сошлись спортсмены из Краснодара и Тюмени. Дзюдоисты сражались на равных, но очень скоро краснодарцу удается одолеть соперника эффектным броском. Громогласная поддержка с подсказками и неутихаемое напряжение. Чувства тренеров обострены вдвое. Каждый держит кулаки за своих подопечных. Вот, хорошо, хорошо. Во, кугаться. Все, ты захват, Определились победители в весовых категориях до 73 и 81 килограмма у мужчин. Ими стали Олег Бабгоев и Станислав Семенов. Отметим также, что 3-е место завоевал и наш земляк Сулейман Вашигуров в весе до 81 килограмма. В 3-й день чемпионата на татами вышли мужчины в самых тяжелых весовых категориях и девушки в весе до 48 и 52 килограмм. Много наших земляков были заявлены в весе до 90 килограммов, но завоевать медаль удалось лишь Алихану Цучоеву. Вахид Даурбеков, Измаил Хамхоев, Джафар Костоев, Винус Аксагов. В этот раз порадовать болельщиков своими победами не смогли, но чемпионат России для них в любом случае бесценный опыт. В финальный день чемпионата после завершения личных встреч определили победителей в командном зачете. Команды разбиты по федеральным округам. Еще 2 представлены городами федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. Одними из первых встретились команды ЮФО и СКФО. За каждой схваткой пристально следили судьи высшей категории. Спорные моменты, конечно, возникали, но опытных рефери этим не удивить. Спорные моменты не всегда были и будут. Все-таки это единоборство, всегда будут разные мнения. Но, на мой взгляд, судейство прошло на высоком уровне и победители определены правильно. В заключительный день соревнований участники и судьи чемпионата поделились своими впечатлениями о том, как наш регион справился с организацией турнира. В свою очередь поблагодарить организаторов, потому что организовано мероприятие на высшем уровне. Можно сказать, что это просто праздник борьбы, соревнования. И я участвовал во многих международных соревнованиях, и ничем не уступает этот старт им по уровню организации и массовости. На мой взгляд, это один из самых лучших чемпионатов. Даже видите по обстановке, по накалу борьбы, по тому, как оформлен зал, всем гостям и в частности судьям очень понравилось. Поэтому спасибо огромное организаторам за такой теплый прием и высокую организацию соревнований. Самыми напряженными выдались схватки за золотые медали командного чемпионата. Алихан Цучоев, уже забравший 1 медаль в личном зачете, в этот раз чуть не закрепил свой успех золотой медалью. Со счетом 8-6 в равной борьбе Уральский федеральный округ, за который выступал Цучоев, уступил Москве. 2 бронзовые медали командного чемпионата остались за Сибирским и Приволжским федеральными округами. В заключительной встрече за бронзовые медали представители этих команд разобрались с соперниками из Северокавказского и Южного федеральных округов. Чемпионат России по дзюдо завершился. Для многих молодых ребят приезд именитых спортсменов станет еще одним стимулом к тому, чтобы пойти в секцию дзюдо. Ну а наша республика в очередной раз подтвердила, что мы можем принимать соревнования самого высокого уровня. Недалек тот день, когда во Дворце спорта Магаз впервые пройдут уже международные турниры по олимпийским видам спорта. Тамерлан Хамхоев, Михаил Тангиев, Новости 24. В России предложили выдавать права подросткам. В МВД разработали законопроект, который позволит садиться за руль несовершеннолетним. Правда, не все так просто. Это будет реально только в сопровождении взрослого, чей стаж вождения не менее 5 лет. Согласно документу, возможность водить авто появится у 16-летних подростков, которые уже сдали экзамен на вождение. Напомню, что сейчас получить права можно только с 18 лет, хотя сдавать экзамены разрешено
чем на 2 года раньше. При этом в госавтоинспекции задумали усложнить получение прав на управление мотоциклом. Минимальный возраст мотоциклиста с правами А собираются повысить до 20 лет. Первый ингушский зонд бороздит небо России. В стратосферу его запустила команда молодых энтузиастов. По мнению разработчиков, это старт технологических возможностей. Беспилотный аэростат в форме шара позволяет ученым изучить околокосмическое пространство и земную орбиту и собирать информацию без помощи человека. С разработчиками встретилась наш корреспондент Рина Тичоева и расскажет подробности эксперимента. Устройство больше похоже на воздушный шар, но это только снаружи. Беспилотный аэростат позволяет создателям получить данные в околокосмическом пространстве. Первый ингушский зонд спроектировала целая команда энтузиастов. Выпускники физико-математического факультета рассчитали его скорость и высоту взлета. Пока зонд бороздил космические высоты, ребята при помощи радиопередатчика отслеживали его движение и получали информацию. Выше 10 километров уже улетел. Вот. Ох, ехать туда. Сейчас он вернется, прикинь. А вы не ждали? Если он вот так по дороге полетит, нормально. Идея создания первого ингушского зонда принадлежит преподавателю курса «Юный техник» Руслану Яндееву. Он успешно прошел обучение в Калифорнии и стал организатором Google в Ингушетии. С детства увлекается физикой и, как любой мальчишка, мечтал полететь в космос. 2 года назад Руслан занялся созданием аппарата, нашел команду единомышленников, и разработчики вместе воплотили идею в жизнь. Зародилась идея сделать это у нас, продемонстрировать, соответственно, на основе создания всего этого, простоту, доступность этих технологий для школьников, для студентов, для всех желающих, чтобы они уже имели понятие, чтобы они не боялись этого. Первый ингушский зонд положил начало новым технологическим возможностям для ребят Ингушетии. Программа его проектирования, как говорят сами физики, совсем несложная. Главная деталь – источник питания, выполненный из 3 плетеных батареек. Физики делились в социальных сетях тем, как работает зонд, чтобы любой желающий мог повторить задумку. Следующее устройство, которое мы использовали при запуске нашего зонда, это был вот такой GPS-трекер. Нужен он, значит, для того, чтобы отследить местоположение нашего зонда после приземления. Соответственно, так как наш зонд может улететь на значительное удаление от места запуска, в нашем случае он улетел примерно на 50 километров. Первое время создатели зонда планировали запустить спутник в космос, но это оказалось гораздо сложнее. Покупка места на ракете – дело затратное. И к тому же зонд решал задачи, которые перед собой поставили проектировщики. Цель данного конкретного запуска была именно проверить работоспособность нашей электроники, то есть проверить радиосвязь, работоспособность компьютера в этих условиях, наши, то есть сборки, проверить, и соответственно мы делали замерение температуры, измеряли влажность, скорость, высоту полета. В проектировании первого ингушского зонда принимал участие Джамалил Сутыгов, тоже по образованию физик. Зонд поднялся на определенную высоту, на заданную около 30 километров. Там он от перепада давления непосредственно шар взорвался, раскрылся парашют, и он вернулся на Землю медленно, наверное. И, соответственно, когда он уже долетел, на нем был установлен GPS-передатчик, он передал свои координаты, и ребята поехали и подобрали его. Нашли? Вот он, парашют. Вот сам шар. Вот зонд. Команда энтузиастов в ближайшее время планирует создать второй зонд, усовершенствовав его, расширяя возможности. Помимо прочего, ребята хотят пустить в небо тараканов, но это пока только в пределах мечтаний. Но кто знает. Рина Тичоева, Ахмед Парчиев, Новости 24.
Специальный раздел по стажировкам и практикам будет создан на портале Роструда «Работа в России», в котором молодежь сможет подобрать для себя место, где будет получать свой первый опыт работы. В настоящее время на портале размещена информация о порядке 30 тысячах стажировках для людей без опыта работы. В новом разделе планируется реализовать информационное пространство Marketplace и внедрить функционал, позволяющий образовательным учреждениям, работодателям и студентам, выпускникам осуществлять взаимодействие между собой при организации стажировок и практики. Высокая мотивация, изнурительные тренировки и огромное желание побеждать. В Ингушетии набирает популярность художественная гимнастика. Юных спортсменок готовят в Академии гимнастики Малгобека. Возможность укрепить здоровье, закалить характер, а при должном усердии и взойти на победный пьедестал им помогают звездные наставники. Мастер-класс по художественной гимнастике и серебряный призер чемпионата Франции. Подробнее о мастер-классе для гимнасток в репортаже Дианы Дударовой. С музыкальной разминки начинается очередное занятие девочек. Сегодня будущие гимнастки упражняются не с одним тренером, а сразу с тремя. В честь открытия секции художественной и эстетической гимнастики для детей организовали мастер-класс. Проводят его профессиональные гимнастки, мастера спорта, которые посвятили этому поприщу не один десяток лет. А тело красавицы, тело умницы, спинка. На базовом курсе тренер напоминает и девочкам, что гимнастки – принцессы и должны быть внимательны к каждой мелочи. Спинку, шейку держать прямо, носочки вытянуть, голову ровно, так, чтобы корона не упала. Инна Терентьева, мастер спорта СССР по художественной гимнастике, посвятила любимому делу больше 40 лет. Исходя из своего опыта, смело утверждает, что на занятия по гимнастике надо бы отправлять всех девочек с раннего возраста. Художественная гимнастика, она развивает полностью организм, она прорабатывает все мышцы, все суставчики, все связочки. Она учит правильной, хорошей осанке. Она укрепляет все мышцы. Девочка становится гибкой, пластичной. Девочка становится ритмичной. Девочка слышит музыку, умеет двигаться, умеет красиво ходить. Соответственно, красота – это благородство. Вместе с Инной мастер-класс проводит ее дочь Светлана Михайленко, мастер спорта, серебряный призер чемпионата Франции 2006 года, которую еще в 5-летнем возрасте отдали в школу художественной гимнастики. И вот уже 20 лет не представляет себя без грациозного вида спорта. Тренеры считают, на пути к успеху самое главное – упорство и дисциплина. Когда идет смена преподавателя, смена тренера, дети даже одну и ту же информацию воспринимают абсолютно по-разному. К своему тренеру детки притираются и многое не слышат. Когда приезжает новый тренер, они слышат каждую мелочь. И поэтому очень важно иногда проводить мастер-классы с другими тренерами, приглашенными. По словам тренеров, у каждого ребенка особые физические способности, поэтому навыки гимнастики всем даются по-разному. Но профессиональным гимнастом может стать каждый. Главное – иметь желание. Сегодня же их знакомят с самыми основными упражнениями в художественной гимнастике. Изображать волну, солнце, кобру и злую кошку. Схватили носочек и держим носочек. А вторая ножка работает. Раз, два, три. А эта нога держит, она тоже работает. А это упражнение показывает, насколько старателен начинающий гимнаст. Если носочки удается захватить пальцами ног и удерживать их в таком состоянии, то спортсменки упражнялись усердно. Кстати, девочкам уже сделали первое замечание. Носки белого цвета – обязательный атрибут в форме гимнастки. 4, 5, 6, 7, стоп! Самые маленькие еще не до конца осознают смысл выполняемых упражнений. А вот и девочки постарше давно просились на секцию художественной гимнастики. За зрелищным и красивым видом спорта многим из них доводилось наблюдать только по телевизору. Я хожу сюда со дня открытия гимнастики, то есть 3 недели. 3 месяца уже. Мне очень нравится сюда ходить. Я хочу продолжать сюда ходить. Мне 8 лет. Я просила маму записать себя, чтобы я научилась делать разные шпагаты, мостики, стульчики. Я научилась мостик делать, чуть-чуть шпагат. Тяжело было, Карим? Да.
Девочки уже жалуются на боль в мышцах ног, рук, спины, а тренеру утешают. Если болит, значит все делаете правильно. А как красиво и изящно нужно выполнять упражнения, показывают опытные гимнастки из Кабардино-Балкарии. Эти спортсменки в свое время сквозь слезы размяли тело. Начинающим советуют заниматься все время. Никогда не лениться, но если отдыхать все время на шпагате. Это обязательно. Дома обязательно тоже растягиваться. Иначе у тебя ничего не получится. Наблюдает за мастер-классами и успехами своих детей мамы, от которых, кстати, во многом зависит дисциплина маленьких спортсменок. По просьбе тренеров стараются запомнить каждое упражнение, чтобы ребенок дома выполнял домашнее задание. Открытие секции родители ждали давно. Это первая и пока еще единственная школа художественной гимнастики в Малгобеке. Нам 6 лет, и я думаю, что мы опоздали немножечко. Можно было в 3-4 года, но нам не везло, не было в нашем городе такой возможности привести и определить ребенка в гимнастику. Отдала, потому что считаю самым безопасным видом спорта, самым красивым, грациозным видом спорта. Осанка, чтобы была, чтобы раздевались, чтобы здоровье было. Занятия будут вести 2 тренера. Сегодня по расписанию тренировку проводит Тамара Туриева. В инструктора по художественной гимнастике переквалифицировалась полгода назад. С 3 лет занималась хореографией. Перед собой ставит цель воспитать грациозных, пластичных и здоровых гимнасток. Со дня открытия у нас начались тренировки, занятия. Дети приходят, детей очень много. У детей желание. У меня свой план работы, календарь работы. Мы расписываем все до мелочей. Тренеры советуют отдавать девочек на занятия гимнастикой уже с 3 лет, но не позже 6. Новоиспеченных воспитанницах видят большой потенциал и не сомневаются, что гимнастки еще проявят себя на международных соревнованиях. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите полезную информацию. С 11 по 15 сентября в Назрани в городском дворце культуры меховая выставка компании «Снежка». Для ингушских модниц магазину есть что предложить. Представлено широкое разнообразие шуб, жилеток и не только. Представители фабрики «Снежка» привезли в Ингушетию более 1000 меховых изделий. На выставке представлены шубы от 40 до 62 размера, модели от классики до ультрасовременных, разных длин, от коротких до шуб в пол, на молодежь, на пожилых людей. Короткие, длинные, яркие или классические – все это дело вкуса покупательниц. Ну а представители «Снежки», в свою очередь, готовы удовлетворить запросы всех модниц. Также магазин предлагает как выгодные условия покупки, так и различные акции. К примеру, здесь можно взять шубу в рассрочку. Все, что нужно, это иметь при себе паспорт. Не обязательно даже первый взнос. При покупке норковой шубы – жилет в подарок. Мы приехали к вам из города Киров. Киров всегда назывался меховой столицей России. Привезли более 1000 изделий из меха норки. Все изделия фабричные, все имеют свой сертификат. И также все изделия можно приобрести в рассрочку до 3 лет. Никакой переплаты. При себе нужно иметь только паспорт, никаких комиссий и скрытых платежей у вас не будет. Платите только то, что указано на ценнике. Мы с радостью дарим каждому покупателю жилетку. Меховую жилетку из песца при покупке норковой шубы. Новость о возможности покупки шубы в рассрочку привлекает все больше покупательниц. Напомню, что фабрика «Снежка» представляет свою выставку в Ингушетии ежегодно, поэтому многие жители региона приходят за покупками повторно. А все благодаря качественному обслуживанию, консультированию и большому выбору. Померил полушубок, мне он понравился. Меха хорошие, люди отзывчивые, продавцы очень хорошие тут. Поэтому, конечно, и если учесть, что они идут навстречу населению, потому что не у всех есть деньги. Кто-то может в рассрочку взять шубу для себя. Так что мне лично нравится продукция. Еще один важный момент – все шубы чипированы, то есть имеют индивидуальный КИС-паспорт изделия. Благодаря специальной программе на смартфоне и чипу, любой желающий за пару секунд может узнать, откуда шуба и из какого меха. Все изделия «Снежки» отшиваются в России и имеют сертификаты качества. Выставка расположилась во Дворце культуры в Назрани по адресу улица Фабричная, 3. Свой ассортимент норковых шуб высокого качества магазин будет предоставлять с 11 по 15 сентября, ежедневно с 9 утра и до 19 часов вечера. В «Снежке» вас ждет большой выбор роскошных шуб на любой вкус. Макка Дударова, Новости 24.